Привет подписчикам! Всем привет, дорогие мои подписчики! Сегодня мы едем в Талакан. Чтоб удачно съездили, добились своей цели, удачно поохотились. И чтоб дорога была нормальной. Пройдено 60 километров. Осталось 1340 километров до пункта назначения. Обзор крокодила. Это японский спиннинг. Спецзаказом купили около рынка столичный. Выбор отличный. Выбор отличный. Это катушка титановая, 18 подшипников на нержавейка. Уважаемые подписчики, мы сегодня находимся в Ленском районе на реке Нюя. Река Нюя у нас впадает в реку Лена. И мы хотели вам сегодня рассказать, как можно подобрать удочку. Но на самом деле я удочкой, спиннингом начал заниматься пару лет серьезно. И вот тоже, когда начинал, мне опытные люди рассказывали, советовали, как нужно подобрать. Для начала, говорится, нужно хорошую удочку подобрать. Смотря где будешь рыбачить и на кого. У нас в Якутии в основном рыбачат на горных речках, это как Ботома, Верхняя Амга, река Келе и, естественно, на реку Лена, где можно ловить окуней, щук, ленков, сигов и вот таких средних рыб. Для этого подходит вот такой спиннинг. И когда приходишь в магазин, смотришь вот сначала на длину. Вот это вот удилище 2 метра 40 сантиметров. Он очень удобно ездить на моторке, на лодке. Вот так ставишь, он нигде его не цепляет. Вот. Он здесь
как бы отсоединяется. И вот так можно быстренько вот собрать его. Вот. Дальше смотрится, какой блесной рыбачить. Вот здесь называется тест. CW написано, но это здесь тест. Это означает грамм, вес, массу блесны. То есть здесь написано, что с 10 до 30 грамм можно нацепить. Ну, это обычная вот ложечку можно, джиг-головку. Там везде написано граммовка. Вот. Дальше мы, после того, как мы подобрали себе удочку, он на руке хорошо сидит. Можно вот такую с пробковой дерева, можно вот ручку Рукоять. взять, чтобы, да, рукоять, чтобы осенью, когда холодно, рука не замерзла. Ну, это уже на усмотрение. А там на гибкость. Ну, на гибкость вот так вот делается. А ты Вот так, на вот так. Вот. Саламанарский, если Да, делать, и то если, нормально, да? и если хорошо сбалансировано, вот я вот делаю, например, вот видите, никуда нигде не гуляет, вот так делаю, вот так делаю, вот, все, сбалансировано хорошо. Иногда бывает, как-то вот так гуляет, кто-то сбрасывает. Это влияет на точность броска. Выбор катушки, значит, нужно подобрать катушку, ну, это смотря у кого какой бюджет. Есть катушки, начинающиеся от 1000 рублей, потом 3500, 5000, 6000 и выше. Вот в данный момент я подобрал себе катушку, по-моему, стоила где-то 3500 рублей. Тут нужно обратить внимание вот на эти надписи. Здесь можно прочитать информацию, сколько подшипников тут. Здесь я подобрал 7 подшипников, стоит рядных, шариковых. Катушка должна тянуть плавно. Здесь смотришь, диаметр лески 165 миллиметров. Леску можно накрутить 170 метров в длину. Вот так попробуем сделать. Вот уже 7 плюс 1 7 ББ. плюс 1 ББ, да. 7 Вот. подшипников. 7 подшипников. Естественно, вот когда заброс делаешь, фрикцион вот здесь у нас регулируется. Все, и ставишь на... Вообще рыбалка это такая вещь, что можно каждый раз экспериментировать. И везде. Я смотрел на канале YouTube рыбаки и даже вот охота и рыбалка. Все рыбаки говорят, рыбалка это эксперимент. То есть нету такого определенного метода рыбалки. То есть ты должен все время экспериментировать. Это зависит от погоды, это зависит от температуры воды, это от реки зависит, кормовой базы, от сезона года. Поэтому берется разновидность блесен, да, которые, и рыбак приходит на речку и начинает экспериментировать. Где-то ловит на обычную ложку, где-то ловит на золотую ложку, где-то на жиг-головку, где-то на вертушку. Можно говорить, мы не идем на рыбалку, мы идем на экспериментирование. Да. Ну, это и есть процесс. То есть ты должен понять поведение рыбы в том или ином водоеме. Вот, и на этом как бы можно ловить рыб, поймать хорошую трофейную рыбу. Но если рыба есть, то на любой блесне может поймать. Нет, не всегда так. Поэтому я говорю, что, например, у меня вот с другом рыбачили, рядом 10 метров он стоял, у него была, значит, обычная ложка, Серебристая. золотая. А, золотая. Такого же размера, но у меня была серебристая. Он вытащил 9 щук, а я ничего не вытащил. Вот так может быть. Хотя мы забрасывали в одну и ту же точку. Ну, естественно, вот все зависит от, конечно, мастерства. Как ты будешь крутить, как его будешь, ну, Там же еще много техник есть. Да, много техник есть. Например, это уже совсем отдельный блок может быть. Да, это уже техники там, как закрутить постепенно, там, с рывками. Ну, я тоже сам начинающий, поэтому толком не знаю, где-то там поверхностно на ютубе посмотрел. Пока я так бросаю и тяну. Ну, главное, начало есть. Через года 2-3 будет хороший блок. И сам Максим будет рассказывать, как у него
все это начиналось. Да? Дом. Дом девять. Арсенал Василья. А? Они даже пахнут как по-другому. На сегодня ООО «Талакан-Строй» завершила ремонтные работы на региональной автомобильной дороге УМНАС 948-958 километров, который проходит в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объем работ составила дорожного земполотна в объеме 38 500 кубов скального грунта, также 23 400 кубов дорожной одежды и каменной наброски, укрепление откосов дороги и дорожной одежды. Смонтированы дорожные знаки в количестве 23 единиц, а также сигнальные столбики в количестве 230 штук. Для выполнения ремонта была задействована порядка 15 единиц спецтехники, 10 самосвалов и 5 единиц тракторной техники. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, работы были завершены в срок в соответствии с календарным графиком. Работы выполнены в соответствии с новыми требованиями и нормативами. Хороший день прошел. Третий день поездки. Мы собираемся спать. Петр уже лег. А вот моя кровать. Хорошо, что я все взял. И подушку, одеяло и простыню. Все. Утуировать. Четвертый день поездки. Мы с Ньюи едем обратно в Ленск. Набираем вес. Набор веса. Программа набор веса. Шоппинг. Иннокентий Федоров угощает. С ленскими бандитами. Обед чемпиона. Баранину. Баранина. Встретились с Карлом Ивановичем. Да, вот, да. Приехали на первый пост, где надо показать документы и проехать дальше. Вот. Ну, там ребята вышли, Карл и Василий. Всего до пункта базы 5 постов. Трасса нефтепровода Транснефть. Время почти 7 часов. Пост закроют в 10 часов. Впереди 240 километров. Мы должны успеть. Пожелайте нам удачи. Пока дорога такая, вот, а поближе после Витима будет асфальт. Ну, это уже ближе к Талакану, талаканскому месторождению. Медведь! Мишка, да. Впервые так близко вижу Мишку. Вживую. НПСК. Нефтеперегоняющая станция. НПС Оргул. Время уже 8:30. 8:35. Ровно 3 часа езды. Мы преодолели 240 километров. И успели на пост до закрытия 15 минут. После этого поста мы должны успешно доехать до нашей базы, до охотничьего угодья. Все, прошли пост и не проехали даже метров 200. Второй пост. Еще пост. Третий пост по счету. Дальше дорога асфальтированная. Нет в республике качественной дороги, чем здесь. 100%. 100%. Четвертый пост. Вот охранник ушел. Только что проверял машину. В салон посмотрел. Что везете, спрашивал. Ну, все такое. Все, заставили нас волноваться. Смотрели ружья, сверили номера. Ну, все нормально у нас. Все, едем дальше. Все по закону. Да, Все в рамках правового поля. Время 11 часов
Приехали в Талакан. Талаканское месторождение. Здесь везде нефть. Везде нефть, тут жилые дома, общаги. Что где, пока мы не знаем. Очень темно. Вот такие дороги в Талакане. Крайний пост 5. Асфальт уже закончился. Машина и сокол Карла Ивановича. Кажется, отсюда пешком. Сейчас будет переброска войск. Вещи все перекидываем сюда. И едем на квадроцикле. Учеку! Фабика, как поездка? Особый. Особой, да? Загрузили все вещи. Оставляем тут машину. И где-то метров, 400 или 500 примерно, так сказал Карл Иванович. Опа! Вот это бездорожье. Идем. Арсенал. Местный. Время 12 ночи. Горячий чай. Новые знакомства. Эдуард. Здравствуйте. Там еще Артур есть. Он завел дизель. Сейчас электричество. Вот, все. За 4 дня преодолели примерно 1700 километров до охотничьей базы Карла Ивановича. Завтра покажем местность. Заселились в люкс хостел. Сейчас будем спать. Время уже час ночи. 9:40 утра. Артур и Эдик уже проснулись давно. Что-то там уже готовят. Дрова колят. А наш белый медведь спит. Как же хорошо просыпаться в избушке деревянной. Вообще круто поспал. Я свою одежду, нормальную одежду, на улице забыл. Сейчас пойдем. Опа. Заберем. Опа. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень. Benelli Argoni. Самый ряд, 308 калибр. Оптика täytyy hyttää. Итальянской. Оптика не. 500-то. Спокойно хайди. Хая. 5 метров. Без проблем. Bir vuotta kiloa työ. Maganet. Толлок. Карл тогда. Бенелли Комфорт М2. Василий фанат Бенелли. Василий. 8-разрядный. А вот и мое ружье. МР-155 с коротким стволом. Но Эдик оценивает. Мастер. Что скажете? Вот планка ходил вот. والله أنا حني الكترون هي تخبى بالله والله والله بو تقوم كتر تاني عالم بهالدرمن دي Bu da kadet. عالم بهالدرمن Какой красой, да? тонкости. مثلا بلينج توختر بالله وزمان تدرفوه من تدرفوه Ne balık gibi çaya. Берете Бельмондо. Бельмонто. Бельмонто. Один день здесь. Касла хаб нету. Ружье Артура. Мы на бриту не катаем, фонарик. Подствольник. Слышно, да? Вон там КамАЗы ходят, там качают нефть. Вон, смотрите, видно. Нет? Вон, даже звук слышно.
Обзор охотника, да? Показываем, рассказываем. Термобелье. Шаман. Установил. Ай, кана. Вот утепленные перчатки, да? Это тактические перчатки Будда, от это что фирмы ли? Шамандин. Ага. На ощупь очень удобно сидит. Комфортно себя чувствую. Термобелье от Шаман тоже был куплен в магазине Рептилия Байрай. гордо. Цвет называется Forest. Вчерашний ледяной чай мой. Доброе утро, тайга. Ждет готов. Мордуча. Славно полетали. Но собак лающих не нашли. Там наших 3 собаки лают кого-то. Кажется, дальше ушли. Дальше. Хаста коллектор ба. Ага. Он грага тылая. Чего сого тылая, так маранахар, чуть гач. Ребята собираются за лаем собак. Собаки заблудились. Собаки заблудились. Надо их найти. Вепрь и иж, да? Тоз. Тоз. Классика жанра. Когда одно. Как это ведь, да? А то получилось. Ребята без бинокля ходят. Нам оставить. Вертолеты летают, машины шумят. Сейчас посмотрим поблизости озеро. Что там есть, да? Смотрите, лебедь. Если пристально посмотреть, то вот пузыри выходят из воды почти постоянно, можно сказать. Вот маленькие пузырьки. Вот лебедь уплыла. Красотища. Это первое озеро, это второе озеро. На втором озере справа, ну камера не показывает, там 3 или 4, да? Турпана, да? Турпана. Гуси. Или гуси. Следы от танкетки. Почти обернул озеро. И вот здесь они должны быть. Ветер чуть-чуть оттуда, поэтому мне на пользу. Весь вспотел. Сейчас посмотрим, сколько я прошел. Где-то 1,5 километра я шел. Ну, чуть больше километра. Вот они же отсюда видны. К сожалению, от камеры не видно. Поэтому я перегну вот так. И вот по тому мысу зайду. Пожелайте удачи. Вот он плывет. Остальные где? Они подо мной. Вот тут. Сейчас я попробую ползком найти как можно ближе.
заела. Ёлка-палка. Ружье заела. Ружье заело. И правда говорили, что планка тут мешает. Надо его подпилить, чтоб... Смотрите. Черника, да? По-русски, наверное, черника, да? А по-якутски харотон. Вот второе озеро, первое озеро. Утки вернулись, то есть утки полетели в первое озеро. Вот Вася их сейчас будет стрелять. Хотя маловероятно, потому что утки в середине. Одна в середине, а некоторые в том берегу. Это чья голова? Мыши или бобра? Ондатора. Вот покушали его. Наверное, ястреб или что-то. Та последняя, которая осталась, утка. Ее на лету 2 раза стрельнул Вася. И он, оказывается, попал. Вот он между нами. Посреди озера лежит. Ну, он умер уже. Надо как-то его достать. Наши парни-то ушли уже. Не сказали, где лодка. Надо сейчас порыскать, поискать. Найти лодку и забрать утку. 2 hours later. Хорошо, что ветер поднялся и принес нам утку. Сейчас посмотрим, что за утка. Опа. Что за утка, я точно не знаю. Но сейчас эксперт скажет, что за утка. Пойдем. А, да? Какие ощущения? Ну, это еще вопрос спорный. Нормальное ощущение. Дедушка Байней нас одарил вот такой прекрасной уткой. Нурок. Их 4 было. И мы одного взяли. Это очень радостно. Вот. Выдергивается шерсть из сзади. По-якутски называется обот-тюте. Вот это вот. Да, вот это. Здесь он этот смазывается себя. Если это выдернуть, то что будет? То что будет? Он всасывает жир, Угу. если долго пролежит. Ну вообще он постоянно всасывает жир. И говорят же, что если это выдергивать, то легко это. Да. Тюдин. Ощипывать. Да, легко ошипывается. Пух. Ага. Итого я был, обернул вокруг 2 озер 2 километра, составило почти 3 километра и 2 часа в пути. Сейчас мы ставим его на костер. Неподалеку здесь лаяла собака, и наши охотники 2 раза выстрелили. Пам-пам. И собаки сразу замолчали. Значит, что-то есть. Будем ждать. Кастер. О. Гуси полетели. И улетели. Давай, Вася, работай. 30 гусей примерно. Вообще. Собаки пришли. Нету следов крови. Кого-то тох пари. Сейчас будет обзор зимнего костюма от магазина «Охотник» на Ярославского.
снизу резинка на полукруг. Комбез очень удобный. Карман с замками и боковые на кнопках. Вот такая куртка. Вот теплоотражающая поверхность. Вот. Капюшон можно настроить, веревки подтянуть, а рукава тоже точно так же, как и снизу на резинах, на полукруг. Карманы здесь для рук и на кнопках большие карманы. Нарукавные карманы тоже имеются, все в кнопочках. Опа. Ходить с ними легко, они легкие, не стесняют. Я взял его, чтобы, ну, если сидеть долго, ждать уток, гусей. Можно ночью так сидеть, днем можно сидеть. И абсолютно не бояться холода. Ведь здоровье — это наше все. Спасибо магазину «Охотник» на Ярославского. Афанасию Пантелеймоновичу спасибо. Артур говорит, что Эдик что-то знает и уснул, не раздевшись. Наверное, ночью проснется, в туалет выйдет и позовет нас. Парни, гуси. Время 10:30. Мы собираемся спать. Про сегодняшний день можно рассказать. Он был очень долгим, насыщенным. Ну, не слишком насыщенным, познавательным. Я ходил познавательным. И познакомились с парнями, с местными ленскими, с дружелюбными. Нам показали фотографии и видео, как они охотились. Они очень опытные охотники, оказывается. И рыбачат, и на сахатова, и на медведя, и даже волка. К вечеру погода изменилась, ветер уже так серьезно дует. Северо-восточный, северо-западный, да? Да, северо-западный. Надеемся, что завтра, послезавтра придет дождь или снег, и тогда появятся гуси. А, кстати, сегодня утром же были гуси. Вот так вот. Завершение первого дня на охотугодии Карла Ивановича. Всем спокойной ночи. Доброе утро, день второй, время 8 утра. Эдуард нас разбудил тревогой. Говорит, что на Айбон-Кюле приземлились 7 гусей. 8, да? Сейчас готовимся. О, тозик. Тоз. Все, мы готовы. Сейчас пойдем. Bulanma kayday. Kini ürküter bir bana tuttu. Пока подождем, пока Эдвард чуть дальше пойдет. Потихонечку сейчас зайдем. Василий остался здесь. А мы с Артуром идем дальше. Шли примерно метров 20, что ли. Василий находится от меня вон там. Артур меня здесь оставил. И сам пошел еще туда. Патроны выбрал сегодня 32 грамма. Третий дроби. Солнце восходит. Да не снял, что ли? Сейчас я гуся убил, ребята. Гуся. Вот мой гусь. Спасибо духу охоты Баянаю за этот прекрасный дар. Байка убил 2 гусей. Мамка лету? Очень высоко летят. Мамка-то здесь, поэтому они не уходят. Короче, снилось
какое-то шоу, какое-то мероприятие. А? Там людей вокруг много, прямая трансляция по инстаграму, туда-сюда. Есть такой чувак в инстаграме, Кролик Бродин. И он, короче, решил мне подарить 2 пары белых кроссовок. Вообще нырк крутой даже. Вон. И он мне дарит, я говорю ему спасибо. Спасибо большое, бла-бла-бла. Я так обрадовался. Потом куда-то я пошел и забыл эти кроссовки взять с собой. Я потом кролику Бро звоню и говорю, если это... Ну, когда придешь, забери кроссовки и принеси мне. Я говорю, вот такой сон был. Будки хороший сон. Ой, кого? Ага. Очень странное ощущение, волнительное, очень волнующее. Это же мой первый гусь. И на этом уже точно первый. Вообще в жизни впервые гуся убил. Чувства переполняют, не могу подобрать слов. Гуси как Это счастье. подлетели? Гуси вообще идеально прилетели. Артур. 2 гуся. 1. Вот как Байна щедрит, смотрите. Мы, короче, шли домой, и тут 3 гуся летят сзади. Мы слышим и сразу притихли, пригнулись. И одним выстрелом, вот надо мной выстрелил, и вот тут упал сразу. К сожалению, не мог отснять, зато сон исполнился. Когда беги? Вот. О, круто. Во. А? 2 гуся за одно утро. Спасибо, Эдик. Если бы Эдик не проснулся в 6 утра, то нам не сказал бы, что гуси прилетели. О, точно. Вот что значит вещий сон. 2 пары кроссовок, которые мне Кролик Бро подарил. Я его забыл взять с собой и сказал ему, 2 принесешь. Вот они. У меня уже руки забились. Вот такое выдалось утро. Утренняя зорька. Фирменная каша от Эдуарда для собак. 30 на 30, 60, да? 60 гусей примерно. 2 клина. Пришли обратно в скрадок. Маскировку еще принесли. Сейчас зайдем и будем ждать. От нашей избушки до сюда 800 метров. Время местное 12 часов дня. Это Малгана. Виталий Егоров. Гусинская трагедия. Виталий Егоров, он сам был раньше опером, следователем. И после того, как он вышел на пенсию, отставку, можно сказать, начал писать вот такие свои, ну, про свою прежнюю работу. Вот такие вот, по-русски это называется «Дощанская трагедия». Сейчас мы будем его читать. Посмотрел полуторачасовое кино «Добро пожаловать в Капкан». Потом вздремнул часик, встал, вышел. Ветер поднялся, оказывается, еще сильнее. И смог еще гуще, аж как будто голова болит. Да, кстати, вот зимнюю одежду одел и как маленький поспал. Что вообще, чё-ка. Закуска охотника. Решили выйти домой,
приготовить еду, покушать хорошенечко и с новыми силами зайти сюда и провести здесь ночь до следующего утра. Хозяин приехал, Карл Иванович. Кажется, он принес этих гусей. Там гуси приземлились. Посмотрим ружье. Винчи! Ружье Карла Ивановича. АКБ. Read Owner's Manual. Вот прям только что над избушкой вот один гусь, из которой нашей стаи остался жив. Он туда полетел, мы его взглядом провожали, и два дуплета. И сразу он упал. Ребята сейчас идут и принесут. Так вот. Эти коты не лашка надуют, да? Идем на гусей. Артур распределяет войска. Артур туда идет, обойдет озеро. А мы с Василием вот здесь, Василий здесь, а я вот тут ну там вот. В жизни столько гусей не видел вместе. А? Ага. Едик, олобар, едик. Вон же сидит. Айву! Хан var виду. Карл Иванович и Василий собираются на ночнушку в Страдок. Сехекке, дурда. Удачной охоты. Махтал. Вальяжный же есть. Техобслуживание. Техосмотр. Техосмотр. Смазывание баллистолом. Очистка баллистолом. Ночь второго дня. 12 ночи. Поднялся сильный ветер. Вася с Карлом пошли в Скрадок ночевать. Но Карл, наверное, перейдет ночью. А Вася останется, наверное. Артур говорит, что при таком ветре... Кстати, облако пришло и луны уже не видно. Артур говорит, что сейчас гуси прилетят. Да, Артур? Да. Много будет. Много говорит? А Эдик не согласен. Эдик? Нет. Эдик скептик. Эдик говорит, что вообще за сегодняшний день там 1000 гусей прилетело, поэтому все уже прилетели, как бы и сегодня ночью их не будет. До завтрашнего дня, да? Или 2-3 дня, а? Да. 2 дня не будет, да? День точно не будет. День точно не будет, говорит. Значит, завтрашний день можно
спать спокойно, да? Ну, будем смотреть. Надеемся тоже на вещий сон. И будем спать. Всем спокойной ночи. Утро 4-го дня. Собаку отпустили. Ночью был очень сильный ветер. Дождь капал, снег шел. И в итоге смог все разнесло ветром. Смотрите, уже почти чисто. Все видно. Красиво. Карл в 2 ночи пришел и поспал. А Вася там еще все еще ночует. Еще не пришел. Сейчас 9 часов утра. Облачно. Прошла теплая ночка. Не так холодно, как раньше. Парни говорят, что летают гуси. Летают лебеди. Поэтому они почти уверены, что гуси закончились. 4 лебеди летают. После ночных походов разбираем подствольный фонарь. Фирмы какой? Олайт. Нет, аккумулятор полностью берет. Полностью аккумулятор где заряжаемый. Как говорится, все работают. Как гости мы не остаемся в стороне, поэтому помыл посуду. Весенней давности, да? Да. Вот. Все чисто. Теперь можно и обед готовить. Эдик, куда пошли? За дровами. За дровами. Поехали в село Толон смотреть родной край Карла Ивановича. Если получится, полетим на коптере. Время почти 12 часов дня. Сургут теркен нерede bu? Столовая Сургут нефтегаз. Вон ребята стоят в очереди. Пост в сторону Толон. Единственный пост. Вахтовый городок Талакан, нефть. Вагон городок. Хочу говорить, что-то общежитие. Я, Карл Иванович, как бы почный житель села Толон, родился и вырос в этом населенном пункте, живу до сих пор. Население Толона сколько человек? Где-то 400 человек. Это считается самой южной деревней республики? Да, так и считается, южная граница Иркутской области получается. Ну, Толонский наслег включает 2 населенных пункта Толон и Инялы. Соответственно, Толон 400 где-то и больше 150 Инялы.
Тогда сколько километров выйдет с Талона до Якутска? Так, боюсь ошибиться, это будет примерно где-то около 1600-1800 километров. Вот так. Основной быт, основная деятельность населения Талон. Раньше сельское хозяйство, но сейчас некоторые держат. В основном, получается, сейчас работает в Сургутнефтегазе. Так как компания добывающая построила дорогу, так помогает, как бы, ну, свои обязательства по строительству дороги они нынче, в прошлом году выполнили. И все, можно сказать, почти трудоспособное население, которое может работать, устроилось у них, работает. Условия отличные, зарплата стабильная, работает все. Талакан где-то 4 или 6 тысяч человек работает. Из них, из Талона сколько человек примерно? 47, наверное, или 50. А на охоту ездите как хобби, да? Хобби это в городских, наверное. Мы все-таки как бы занимаемся охотой более увлеченно, так сказать. Лошадей нету, коней у меня нету. Ну, времени нет пока содержать их. А так в деревне много, да. А талонцы все такие охотники, да? Да, в основном все. Ну, живем как бы вдалеке от цивилизации, все приучены к охоте, да. Но в основном, можно сказать, моего поколения, а сейчас молодежь, он сильно Не очень, да? да, ну есть такое, но не так сильно увлечена, надо сказать. А чем отличается природа Ленского района в отличие от центральных улусов? Отличий много природы получается, так как южный район, климат более мягкий, получается, и, соответственно, рельеф у нас как холмистый, горами все равно не назовешь. Лес у нас очень густой, деревья высокие, но все от климата зависит. Москвичи приезжают вот с этого центральных России, они сами говорят, что такого леса не видели, чтобы такой был он, этот, плотный. А зимой холодно? Зимой не сказать, что холодно. Минус 50 бывает, конечно, минус 55. У нас такого долгого холода не держится. У нас очень обильные снегопады. Если обильные снегопады, то получается всегда облачно, облачно. Относительно тепло вообще, как бы. Климат мягкий, хороший. У нас осень, весна, лето получается. Стопроцентное. Медведей вообще много стало. Сахаты есть, олень есть, изюбр, сомаль, такой, все есть. Рысь попадает, все, что в Сибири, почти все есть, здесь есть. Ну, рыбы, такие, речные только у нас рыбы. Хариус, ленок, щука, окунь, сорога. А карасей мало, да? Озерных карасей. Озерных карасей у нас мало, как бы. Сами видите, вот ландшафт. Вот здесь полностью. Все, лес, тайга. Где-то степь кругом, а у нас тайга. Так. А вам никогда не приходило в голову переехать, например, в Якутск, центр, столицу? Ну, а зачем переезжать? Надо свой регион развивать. Так получается. Вот все. Где родился, там и пригодился, можно сказать. А переехать-то можно было, конечно. А молодежи много, да, в Талоне? Молодежи, к сожалению, мало. Но как бы все учатся и как бы остаются в тех городах или уезжают. Почти 80% молодежи, которая закончила, 90, можно сказать, все в городах. Так как Иркутск очень близко, наверное, в Иркутск все ездили, да, талонцы? Там по учебе, например, Да, или гулять, там Байкал посмотреть. Да, раньше все, основное место учебы было в Иркутск. Сейчас Талахан аэропорт построил. Час 20 лететь до Иркутска, все, и в Иркутске. С аэропорта Талакана прямого рейса до Якутска нету, да? Пока нету. Загруженности такой нету.
Вахты нету. Вахта была бы такая полная, тогда можно было бы, они чартерный рейс запускали бы, а сейчас такого нету. Летает Уфу, Новосибирск, Иркутск, Сургут, Тюмень, Москва, Уфа, ну много рейсов. Дорога новая. Начало строительства 2017 и август 2018 года уже закончили. Протяженность 24 километра. Заказчик, подрядчик, все, Сургутнефтегаз. В селе тоже есть асфальт. Мы это еще посмотрим. Покажем, то есть. Приехали с талона обратно. Дядя Василий, кепся! Рассказывай. Сегодня день прошел очень результативно. Дедушка Байнай в нашу сторону улыбнулся. И вот результат. Смотрите. Ай-ка. 6 гусей. Рекорд. 2 залета. Первый раз 2 гуся. Второй раз 4 гуся. От всех, Прямо от всех налетов. Да. Дождливая ночка прошла. И ветреная. На озеро Чолбон приземлились стая гусей. И не одна стая. Попробуем пострелять гусей. План такой. Мы вчетвером идем. Здесь ожидаем. А Карл на Соколе объезжает их, обходит с той стороны. И будет стрелять. Как и в тот раз. Артур потуда пошел. Вася на холме. Я буду чуть правее от Васи. А Эдик потуда пошел. О, работники Сургута. Кажется, испугнули. Испугнули наших гусей. Машина там проехала и наши гуси подлетели. Но пока не... обратно делают круги и хотят... нет, улетели что ли? Давайте делайте круг. Давай. Ага, налево повернули. Чуть дальше улетели что ли? Да ну на. Mana kita hakastari yani hakastari. Allah'a kasır. Allah hasirina karını ki ürüyene karını raftayı. Çağına. Bu elini tabii iki mana kiri. Atamana kita kan bir kasır düştü. Hatta separakta tubuğu lamar yapıl. Çağına. Tubuğu man nikinde bulduk man katan taktar onu hayal bekindi havaya. Kore çaman kiri. Başa barana. Başa nikinde ilk benerli lahdan kiri. Mut saat tafsima. Bitalla man kiri. وقتنا ذكرين كثير بتوها بخبول كيدن لأن المعركة كلها تامة وأن كرام أبغى كيدن هين كر معركة اشتبت أربعة تشكر معركة اشتبت إيش المعركة اشترك إنه دولة أضرار Артур пострелял. Гуси летают. Эдик стрельнул.
Слишком высоко. О, Артуру сегодня Баянай улыбнулся. 6 гусей, да? 9. 9? Ничего себе. А? А. Ария. Решили дальше пойти. Там гуси, стая гусей приземлилась на дальнее озеро. Еще дальше. Почти километр. Когда ползал, наткнулся на следы медведя. Вот и ползаем. С 3 сторон я, Артур и Эдик. Я жду, короче, в ожидании выстрела. Да, вообще не попадаю. Ну, это дух Баяная. Если даст, то даст. Если нет, то нет. Артур еще 2, кажется, пристрелил. Еще стая гусей летят. Ну, примерно 50 в сторону наших друзей летят, к Васе и Карлу. Хочу сказать пару слов про патроны Азот. Полное разочарование. 5-кой стрелял, 32 грамма. Полнейшее разочарование. В следующий раз буду брать более качественные патроны. Да, это мое чисто субъективное мнение. Мое личное мнение. Ну, для гусей точно Азоты не идут вообще. А от ружья тоже зависит. Если у тебя чок хороший, то, наверное, другое дело было бы. Славные деньки в Ленинском районе. Славно поохотились. Отличные 4 дня. Незабываемые. Мы очень довольны. Спасибо местным охотникам. Большое спасибо за то, что нас с собой Приютили. Да. Приютили, покормили. Все еще летают. Ага. И спасибо большое духу охоту Баянаю. Спасибо Эдуарду и Артуру. Гуси нас провожают. Даже так. Да. Đây, пока, Лары. Бүгін мен doğuyaсын yandı Bu mannadaydı bari kelemi Sayını uktu sarıyalın Say markay saldığını hemmin Aktığı dağını ebin açakık Kırıska sürer bin soğuktadı Dağını ebin sıltağa Soğuk
ümit verir bin